Это новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. За что маркшейдеров ценят и любят шахтеры, узнали наши коллеги. В офисе «Моя работа» проходит мини-ярмарка вакансий. Каких работников ищут сегодня компании Якутии? Подведены итоги всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Какие проекты вошли в финал? 21 октября состоялось открытое заседание Конституционного суда республики на проверке конституционности отдельных положений приказа Министерства труда и социального развития Якутии, устанавливающих условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. А именно вот этот момент. Работнику организации и членам его семьи компенсируется стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно при условии нахождения в промежуточных пунктах маршрута следования к месту использования отпуска и обратно не более 5 суток для каждого населенного пункта, кроме городов Москва и Якутск. Итоговое решение Конституционного суда республики по настоящему делу будет оглашено публично 18 ноября. В России составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Таковыми, по мнению сервиса по подбору персонала, являются программисты-аналитики, веб-дизайнеры, верстальщики интернет-страниц. Герою нашего следующего сюжета режим дистанционной работы не знаком. Он маркшейдер. Провести съемку горных выработок дома невозможно. За что маркшейдеров ценят и любят шахтеры, расскажет Ирина Балкова. Наряд заданий получено, фейс-контроль пройден. Шахтеры готовятся к спуску. Игорь Вашко руководит участком очистных работ, где и идет добыча руды. Начинал с самых низов, поэтому профессию свою знает с изнанки. Процесс добычи рассчитан по секундам. Если где-то происходит сбой, процесс останавливается и все начинается сначала. Игорь четко контролирует регламент и качество выполнения работ на всех переделах. Ни минутки свободного времени. Даже интервью дает, направляясь на другой горизонт. Профессия действительно довольно-таки опасная. Как вы уже успели заметить, на руднике очень большой автопарк самоходной техники. Это начиная от погрузочно-доставочных машин, заканчивая самоходным буровым оборудованием. Вся эта техника движется, соответственно, она создает опасность для людей, которые находятся рядом. Кроме твердости характера и силы духа, необходима решительность. И работа в подземке воспитала в нем это качество. Кирилл Новиков знает о возможной опасности, но все равно идет на работу с удовольствием. Он управляет погрузочно-доставочной машиной. Кирилл – представитель целой династии горняков. Все свое детство слышал от деда и отца рассказы про людей, работающих в шахте. Поэтому сила духа, твердость характера, необходимые шахтеру, ковались уже с раннего возраста. Первый свой спуск в шахту помнит отчетливо. Тогда его нисколько не испугали глубина, длинные темные тоннели, замкнутое пространство. К этому он был готов. Впечатлило другое. Когда я первый раз спустился в шахту, конечно, впечатления были такие, как такая машина вообще ездит здесь, как она помещается, как возможно вообще управлять таким большим самосвалом. Поднимаясь на гора, шахтеры молчат. Кто-то от усталости, кто-то анализирует свой рабочий день, а кто-то уже мысленно дома, где его ждут. А завтра все сначала. Находясь рядом с этими сильными и мужественными людьми, хочется невольно опереться на их плечо и зарядиться бесстрашием. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. В эти дни республика преодолела 12-тысячный рубеж новых случаев новой коронавирусной инфекции.
Всего за последние сутки выявлено 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Как вы знаете, с понедельника оперативный штаб Российской Федерации под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой определил новую методику подсчета выявленных случаев коронавирусной инфекции. В связи с чем Управление Роспотребнадзора по республике, так же как и все управления надзора санитарного по Российской Федерации, в число новых случаев ставят и число вирусоносителей. Поэтому сегодня в республике выявлено 176 новых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе и случаи носительства вируса. В Якутске этих случаев выявлено, как в столице республики Саха-Якутия, 117. Одним из больших районов, на которых я бы хотела обратить внимание по количеству выявленных случаев, это Нюрбинский район, где сегодня у нас зафиксировано 10 случаев. В Амгинском, Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах по 5 случаев. Остальные случаи коронавирусной инфекции имеются практически в каждом районе республики, и относительно них ведется соответствующая работа, как по правилам, определенным методическими рекомендациями Роспотребнадзора и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации по изолированию контактных лиц и, соответственно, по процедуре лечения как в амбулаторном звене на уровне первичных медицинских организаций, так и до реабилитации, которая у нас осуществляется в наших 2 профилакториях на территории республики. Но необходимо обратить внимание, что за последние сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Безусловно, медицинские работники наших инфекционных стационаров боролись за жизнь этих людей. Однако необходимо обратить внимание, что большинство наших умерших, ушедших от нас земляков в основном имеют сопутствующие заболевания. За сутки проведено 5707 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент ПЦР-лаборатории дальше продолжают работать при непосредственно смене практически круглосуточной. 4 смены работают, 3 смены работают, и 1 смена непосредственно уже осуществляет полный контроль за тем и, соответственно, дезинфекцию помещений. Сегодня в нашей республике нам необходимо понять на то, что постоянно находиться в таком состоянии ограничений в том числе для лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, достаточно сложно. Поэтому наша задача сейчас создать все безопасные санитарные условия. Магазины наши должны быть безопасны, школы, театры, клубы, детские сады непосредственно безопасны для того, чтобы минимизировать именно распространение инфекции. Вирус, соответственно, сегодня существует, и наша задача сделать все для того, чтобы минимизировать риски им заражения. Такова ситуация на сегодня в Республике Саха-Якутия. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Мы возвращаемся к новостному выпуску. В офисе «Моя работа» проходит мини-ярмарка вакансий. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе все мероприятия офиса «Моя работа» проходят в дистанционном онлайн-формате. Сегодня работников ищут строительные компании на вакансии: разнорабочие, грузчики, уборщики, машинисты экскаватора, электросварщики. Кроме того, будет проведен онлайн-вебинар на тему «Как повысить свою конкурентоспособность в условиях пандемии», а также специалисты центра ответят на вопросы о переезде безработных граждан в другие регионы и проконсультируют об услугах, которые оказывает офис «Моя работа». В формате онлайн, то есть мини-ярмарку мы будем проводить через площадку Zoom. Онлайн-вебинары и также информирование граждан мы проводим через площадку у нас Instagram. У нас есть Instagram-канал, и у нас более 5000 подписчиков. Для тех граждан, которые не успели по каким-то причинам поучаствовать в ярмарке, они могут нам напрямую обратиться через Instagram, через наши телефоны стационарные и могут направить свое резюме. Выставка «Арктика. Культура и климат», на которой представлены более 40 предметов из коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамеры, открывается в Британском музее сегодня. На выставке в том числе продемонстрированы и артефакты из Якутии 19-20 веков. В основном гривны, женские серебряные украшения, а также шаманские костюмы и бубны эвенков. Особое внимание привлекает экспозиция «Эсэх», специальный заказ Британского музея, выполненная якутским мастером Федором Марковым.
И новый экспонат приобретения Британского музея – это заказ, выполненный из мамонтового бивня, работу, которую изготовил Федор Иванович Марков. Работа совершенно недавно добралась до Лондона и представляет собой картину изображения праздника Эсэх. Это удивительная работа. О работе уже отзывались газеты Financial Times, Guardian и Observer. И про работу очень высоко отзываются сотрудники Британского музея. В Туле подвели итоги всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Его организатором стало Агентство стратегических инициатив при поддержке правительства страны. Главная цель – развитие внутреннего туризма, создание новых рабочих мест и поддержка малого и среднего бизнеса в регионах. Всего на конкурс прислали сотни заявок. В финальную часть попал и проект из Якутии. Подробности у Максима Кардозу. Конкурс, который объединил всю страну. Почти 220 команд из 80 регионов представили на суд жюри свои заявки с презентацией туристско-рекреационных кластеров, которые в будущем можно превратить в настоящие центры экологического туризма, как для россиян, так и для гостей из других стран. Ведь во всем мире национальные парки привлекают миллионы туристов, а значит и инвестиции. А в России немало природных уникальных памятников. Правда, добираются до них единицы. Многие россияне, которые, к сожалению, на сегодняшний день гораздо лучше знают, как отдыхать в Турции, а на Камчатке или на Байкале или в других местах, знают, наконец, свою собственную страну с неповторимой красотой. Кто знает об этом, те это давно отмечают, в том числе иностранцы. В число 36 финалистов конкурса попала и заявка от Якутии. Парк Ленские столбы боролся за звание лучшей в стране площадки для развития экотуризма. И мы уверены, что у Саха-Якутии огромный потенциал развития экологического туризма, потому что Ленские столбы – это, в общем-то, можно сказать, бренд региона. О том, что путешествовать по Якутии – это настоящее увлекательное приключение, не понаслышке знает Виктория Андреева. Каждый год она с семьей и друзьями отправляется в походы и сплавы по республике. И каждый раз открывает для себя новые грани неповторимой красоты нашей северной природы. Меня безумно радует, что именно это лето 2020 показало широкой аудитории, насколько круто ходить в походы в Якутии. Не нужно никуда ездить, и нельзя было, ладно. Но что вот у нас под боком такая красота. У нас под боком просто, не знаю, аттракцион. Аттракцион впечатлений, где есть звезды, рыбалка, походы, сплавы, велопоходы, пешие походы, на моторках, на плавсредствах, на коняшках, все что угодно. Появились даже воздушные шары. В список 10 победителей якутская заявка не попала. Но организаторы конкурса из Агентства стратегических инициатив готовы сотрудничать с нашей республикой. Причем в продвижении не только экологического туризма, но и промышленного. Это направление сейчас набирает все большую популярность. А эксперты уверены, посмотреть, как добывают алмазы или уголь, готовы тысячи людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К этому часу пока все новости. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.